Единая страна – доступная среда. Это не поощрение, а естественное и обязательное условие соблюдения прав особенных людей. То комфортное состояние человека с ограниченными возможностями, при котором он может себе позволить те же блага, что и здоровый гражданин. Именно на это ориентирован одноименный проект единороссов. По такому доступному принципу был возведен и популярный сегодня Ледовый дворец, добраться до которого, к сожалению, на практике удастся не всем колясочникам. Обидные недочеты выявили сами единороссы в ходе рейда. С самого начала ясно, на коляске на территорию арены не заехать никак, ни пандуса, ни специального въезда, так что коляску пришлось всем вместе заносить на руках. Но в одиночку человеку с ограниченными возможностями тут никак не справиться, а уже к самому зданию подобраться на коляске более или менее возможно. Бордюры есть, и препятствия есть, лестница есть. Вот это все нужно переделать, сделать для доступности. Я думаю, это в ближайшее время изменится. Дверные проемы, высота порогов, санузлы, смотровые места, раздевалки. Проверки на доступную среду в Ледовом дворце подверглось абсолютно все. И, как выяснилось, чуть ли не на каждом шагу колясочников будут ждать препятствия. Даже чтобы просто прийти понаблюдать за игрой хоккеистов. А уж чтобы вступить на лед, нужно преодолеть немалое расстояние и немало препятствий. Ну как же прийти в Ледовую арену и не выйти на каток, пусть и на колесах? На льду как раз проходила тренировка младшей хоккейной команды «Магаз». Несмотря на юный возраст, ребята приветствовали гостю в кресле как настоящие хоккеисты. Ледовую арену в Нассер-Корте открыли летом прошлого года. За это время в республике уже появилось несколько хоккейных команд, которые с огромным удовольствием здесь тренируются и выступают. Открыта арена и для массового катания, а уж желающих выйти на лед хоть отбавляй. Сюда приезжают даже из других регионов. Сегодня гости к нам приехали. Конечно, небольшое препятствие было для инвалида, но я думаю, мы эту ошибку исправим, так как мы уже заказали этот хороший пандус, да, но наши поставщики немножко опоздали с этим. Ну, я думаю, что мы это уладим и в дальнейшем. Также у нас инвалиды приходят к нам кататься, глухонемые инвалиды. Мы стараемся их бесплатно пропускать, когда обнаруживаем их. И я думаю, в дальнейшем, если даже и будут такие же инвалиды-колясочники к нам приходить, мы постараемся для них создать хорошие условия. Это в плане того, что есть специальные такие саночки на двух лезвиях, чтобы они могли их пересаживать туда, закреплять, и они могли кататься. Партийный проект «Единая страна. Доступная среда» должен устранить для людей с ограниченными возможностями все барьеры на пути к насыщенной полноценной жизни. А учитывая, что и Ледовая арена строилась в рамках партийного проекта «Единая Россия», кому, как не самим единороссам, его и проверять. Очень популярно среди нашей молодежи и взрослого населения. Многие занимаются, и теперь уже опять-таки, чтобы спорт смог охватить всех, и у всех была возможность посетить данный спортивный объект. Да, в ходе нашего, так сказать, рейдового мероприятия были выявлены некоторые недочеты, которые, конечно же, будут совместно с руководством данного ФОКа будут исправлены, партия будет за этим следить. И, безусловно, потом уже по мере исправления данных недочетов мы постараемся все-таки, чтобы они были исправлены, и представители нашего сообщества инвалидов имели доступ для занятий спортом и для развлечения на данном объекте. В рамках этого проекта единороссы работают в тесном контакте с организациями и сообществами инвалидов. Только их глазами можно разглядеть все недочеты и проблемы, с которыми каждый день сталкиваются эти люди. Кроме Ледовой арены в республике есть еще немного объектов, которые будут обязательно проверены на доступность для инвалидов. А что касается ЭЛЗИ, то его руководство уже пообещало в ближайшее время устранить все выявленные недочеты. Марина Катива, Асхаб Героев, Новости 24. Особенность